mała sila. В прошлый раз мы говорили о яблоне нартов. Сегодня мы поговорим о курице, которая, выступая в роли жертвенного животного, позволяет нам уяснить многое, касающееся устройства патриархальной семьи. И здесь, да, поскольку мы говорим о древе жизни, речь не только о том, что птица связана в рамках сюжета с яблоней нартов эпической, но здесь вот это правило о структурном изоморфизме, о том, что на уровне макро, микро и мезокосма мифология исходит из представления о некоем тождестве. Вот с этой точки зрения жертвенное животное, оно выступает в роли алломорфа, то есть структурного варианта древа жизни. И рассматривая эту структуру, но в привязке к обряду, мы понимаем, как много этот образ значит для устройства общества. Ну, в данном случае о патриархальной семье. Применительно к эпосу речь идет о том, что главой этой патриархальной семьи является Вархаг. У него есть два сына, близнецы, Ахшар и Ахшартаг. У него есть невестка Дзераса, у которой тоже, в свою очередь, рождаются близнецы Урыжмак и Хамас. И еще, уже даже вот оказавшись на том свете, но будучи в неоплатном долгу перед покровителем мужчин, путников и воинов, она вступает с ним в связь после того, как он своей чудесной войлочной плетью вновь вдыхает в нее жизнь, оживляет ее. И говорится, что стала она даже в 7 крат краше, чем была при жизни. И тогда у нее рождается дочка Шатана. Такой состав патриархальной семьи, и он оказывается связан с образом древа жизни, но его структурным вариантом, алломорфом, представленным вот, курицей. В традиционной астинской обрядности курица никогда не используется в качестве жертвенного животного. Обрядности, которая выходит за рамки семьи. Мало того, она не престижна, потому что она возится, значит, в земле, и когда отмечают какие-то важные такие общесельские праздники, мужчины, соблюдая пост, они не едят курятину, они не едят яйца, а вот на уровне патриархальной семьи она как раз в почете. Например, когда несут какое-то подношение, да, вот на свадьбу, например, которое называется хон, да, вот 3 пирога, и могут туда, значит, курицу, и если нет курицы, то отварные яйца. Вот я, значит, расспрашивал, и говорят, что числом не меньше 12 старались. То есть в этом случае курица вполне уместна, и никаких возражений она ни у кого не вызывает. Я застал время, когда каждое воскресенье пекли 3 пирога и резали курицу. И фактически вот этот обряд, он воспроизводит сюжет эпический о яблоне нартов. И в рамках вот этого семейного обряда мы получаем представление о том, как происходит переход от патриархальной структуры,
да, вот семейной, к структуре социальной, да, к более сложному устройству, как происходит вот эта специализация, то есть разделение на известные нам благодаря Жоржу Дюмезилю сословия или касты, да, с соответствующими специализациями, на священнослужителей и судей, на воинов и царей, и на общинников, то есть земледельцев и скотоводов. Это общественное разделение, оно начинается на уровне семьи и происходит в рамках сюжета, связанного с курицей. И сейчас об этом скажем более подробно. Если мы исходим, да, вот из жертвенного животного, курицы, то важно то, как происходит ее заклание. Обычно кур резали мальчики. Даже считалось, что в этой роли мальчик лучше подходит, потому что у него еще нет сил особых, мужских. И он поэтому курицу будет резать дольше. Дольше будет биться ее сердце, и тем самым вся кровь успеет выйти. И поэтому мясо не будет горчить. То есть если курицу сразу зарезать, то есть если ее сердце перестанет биться, то кровь останется внутри тела, и мясо будет горьковатым на вкус. При этом я вот, да, как бы заранее скажу, что вот все эти ритуальные заклания, они предполагают максимально бережное отношение к жертвенному животному. Потому что для нас, людей, да, далеких от вот этого крестьянского быта, это все представляется достаточно суровым. Но здесь происходит обмен одной жизни на другую. То есть для того, чтобы сохранить жизни семьи, да, чтобы их накормить, курица должна своей жизни лишиться, как бы свою жизнь отдать. И вот здесь, если мы этот обряд попробуем соотнести с эпическим сюжетом, вот эти мальчики, которые режут курицу, да, они выступают в роли эпических близнецов Ахшара и Ахшартага. То есть они защищают яблоню нартов от вторжения хаоса, от энтропии. И то, что это действительно такая параллель возможна, об этом говорит такой вот элемент ритуала, когда делят части курицы, об этом еще скажем. Есть такая душка, она по-дегорски называется одес, по-иронски ее часто называют хашнаг. И она предназначена, ее отдают мальчикам, и они вдвоем как бы держат пари, то есть каждый тянет в свою сторону. Тот, у которого остается в руках короткая часть, тот проиграл. Тот, у которого остается длинная часть с ножкой, тот выиграл. И после этого, в течение какого-то времени, значит, он должен получить какой-то приз. То есть это победа, которая должна подтвердиться каким-то подарком. И, значит, проигравший ему этот приз отдает, вот как бы, и напоминает, вот, хашнаган, то есть вот тогда, когда я тебе проиграл. Известно, что в эпическом сюжете братья-близнецы повздорили из-за, ну, там возникло недоразумение или по какой-то другой причине. Но в итоге один убил другого. И чтобы не доводить дело вот до подобных эксцессов, на уровне обычной осетинской семьи все ограничивается всего лишь навсего вот дележом этой самой душки. Но фактически они как бы делят невесту. Мальчики уже рассматриваются как потенциальные женихи. И это проявляется вот на таком уровне. Теперь, поскольку мы пытаемся связать обряд с эпическим сюжетом, то следует сказать, что есть такая школа функциональной этнологии, основателем которой был Бронислав Малиновский.
И согласно наблюдениям этой школы, всякий обряд повторяет события начальных времен. И в этом отношении обряд может быть напрямую соотнесен с эпосом, потому что эпос тоже описывает события начальных времен, времен первотворения. Но эпос их описывает в словесном ключе. А этот же самый сюжет может быть разыгран в виде некой инсценировки, обрядовой по своему характеру. И вот здесь эта корреляция, она, мне кажется, достаточно надежной. То есть вот у нас есть защитники яблони, но тогда нам нужна и сама яблоня, не так ли? И в том, что касается остинской обрядности, эти поиски яблони нартов, они тоже не уведут нас слишком далеко. Для мифологии культурный статус предмета и его место и роль в культуре, они определяются тем, из какого материала и как он сделан. И если мы хотим найти яблоню нартов, то, следуя этой логике, в обряде эквивалентом или субститутом яблони нартов будут 3 пирога. И логика здесь достаточно простая. Дело в том, что яблоня – это растение. Пироги пекутся из муки. Мука – это перетертое зерно. Зерно – это и есть древо жизни, но в виде эмбриона. То есть если зерно посадить, то вот мы древо жизни и получим. Перед тем, как эти 3 пирога попадают на стол, они проходят через такие особые процедуры. Значит, в первую очередь зерно на мельнице перетирается в муку. И это тоже такая разновидность энтропии. Мы получаем фактически пыль, да, аморфную, лишенную структуры и, самое главное, умерщвленную. И уже когда начинается подготовка к выпечке пирогов в мучном корыте, которое называется аренг, происходит чудо регенерации. В муку добавляется вода и дрожжи. И в итоге мы получаем тесто, значит, в теплое место ставится, и это тесто обретает как бы жизнь, оно начинает увеличиваться в размерах. В качестве дрожжей использовались разные закваски. Самое простое – это когда по цепочке передается, то есть оставляется часть небольшая теста, да, в холодное место кладется, и потом используется вот это тесто как закваска. И здесь, помимо чисто таких утилитарных смыслов, есть еще и смыслы такие важные, общекультурные, потому что тем самым подчеркивается преемственная связь, непрерывность. Вот это же относится и к очагу. То есть огонь тоже должен быть вечным. То есть его надо поддерживать, он не должен угасать, потому что огонь – это представление о связи поколений. В остинском языке вот эта семантика сохраняется, да, ю арта и расауга. То есть это говорится о ближайших родственниках, что вот они когда-то были вокруг одного очага. Вот этот кусочек теста, который идет на закваску, он как бы символизирует вот эту непрерывную связь времен. Другой способ – это использование воды из минерального источника, швар. Реально она обладает вот этими качествами. И здесь следует сказать о том, что в культуре существовало такое ясное разграничение между водой небесной и водой земной. Воды небесные – это дождевые воды и талые. И отношение было соответствующее.
То есть нельзя было эти воды небесные осквернять. Есть какие-то вот на этот счет такие ясные установления. И по своим свойствам, допустим, дождевая вода, она же действительно как бы была особой, отличалась. Например, женщины этой водой мыли голову, мыли волосы, потому что тогда волосы становились шелковистыми. Эта вода, она фактически дистиллированная. Она как бы обезжиривает, да, вот в этом смысле. А воды земные, в отличие от вод небесных, они пахучие, они пахнут сероводородом, да, то есть они как бы несут на себе такую печать инфернального чего-то, потустороннего. И это в первую очередь относится к минеральным источникам. Если вот вы проезжали мимо Томиска, да, то даже из машины выходить не нужно. Вот этот запах сероводорода – это запах протухшего яйца. Он очень сильный, резкий, и он связан с представлением о разложении, о гниении. Но дрожжи, они этим качеством и должны обладать, потому что еще были твердые дрожжи, которые представляли собой пивной осадок, сырв. Вот у Куста Хитагурова есть басня «Лиса и барсук», и там вот они как раз говорят об этих дрожжах, что при виде, значит, этих дрожжей барсук опьянел, а лиса кубарем покатилась, потому что ей хватило даже упоминания, то есть даже не надо на них смотреть. Достаточно было упомянуть, и у нее началось головокружение. Это был предмет, значит, хорошо известный в хозяйстве. И он использовался для закваски. И здесь, кстати, связь с пивом, то есть с ритуальным напитком. Ну, об этом мы еще скажем. Что для нас еще важно? Что доступ имела только старшая из женщин, которая занималась пирогами. Потому что это было некое священнодейство. И существовал специальный набор, который был связан вот с этим мучным корытом, которое называлось арынг. Туда входило сито, значит, лопаточка, чтобы тесто, остатки теста сгребать. Значит, это хэшехафан, это сито шашир. Но туда же входило и крыло, бажар. И это крыло, опять же, по вот моим расспросам, что часто это было крыло гусиное, потому что оно светлое, да, белое, чистое, потом оно большего размера. И это крыло использовали, чтобы сметать муку с пирогов, когда остатки муки, когда пироги доставали. Да, чапельник входил туда же, в этот набор. Арынг мог представлять собой вот само это корыто с крышкой, которое было посажено на короб с дверцами. И вот внутри короба там еще полка была, и хранились в том числе и, значит, сковородки, да, вот тебаишан, тебата и так далее. И вот здесь, да, в виде крыла, опять у нас вот эта перекличка с эпическим сюжетом. Крыло, которое потеряло Дзираса, вот оно вот там. И если наши пироги – это, значит, древо, то она вот этим своим крылом как бы по листве проводит, по веткам. И, в принципе, вот 3 пирога – это структура древа, значит, крона, ствол и корни, нижняя часть. Перед тем, как произнести молитвословие, пироги раздвигаются, и тем самым впускается энтропия, то есть впускается хаос. Но пироги раздвигают в самый последний момент. То есть, когда уже все готово, старший, обращаясь к младшим, говорит «азабах саканут». То есть он не говорит, что их нужно разделить, он говорит наоборот, что приведите их в порядок, потому что
И они и так будут раздвинуты. И вот на словесном уровне он уже не хочет эту энтропию усиливать. Он наоборот, он должен заручиться поддержкой Всевышнего, чтобы эту энтропию преодолеть. И здесь важно, как будут распределяться части жертвенного животного, в данном случае птицы, потому что в итоге через вот это распределение мы увидим функциональную специализацию членов семьи. Голова достается старшему, это вархаг. Шея достается хозяйке, овщин, это шатана. Гуска достается самому пожилому. Ну, будем считать, что это дзераса, потому что она очень сочная, и в ней нет костей, ее не нужно жевать. Вот когда уже пожилой человек, зубов нет, это как вот такой деликатес. Ляжка достается мальчикам. Вот говорится, что для того, чтобы он был расторопным и исполнял поручения старших. Крыло достается девушке на выданье, бажер. Теперь макуштаг, это плечевая макуштаг, лопатка, достается женатым и замужним. Это такая часть мясистая, тем, кому нужна физическая сила, те, кто работает. И в итоге мы получаем такое распределение, вархаг, старший голова, это тот, кто во главе семьи, бинуан цехисал, тот, кто общается с небом. Это функция священнослужителя. Мальчики, которые не женатые, они защищают семью. Это воины. Им нужно невесту добывать. У них нет обязанностей по содержанию семьи. А средняя часть, это вот женатые и замужние, это те, кто занимается воспроизводством. И род человеческий они воспроизводят, и земледелием они занимаются, и скотоводством. И изначальная, как мы видим, структура, она по своей природе половозрастная, связана с полом и с возрастом. А в результате вот этого сюжета, который в эпосе представлен и который разыгрывается в обряде, ясно обозначается переход к специализации уже на уровне общества. И об этом мы с вами будем говорить в следующий раз.